гать пушкам, шум потоне. На сцене театра и актеры, и музыканты. Впервые целый оркестр будет аккомпанировать труппе. О таком творческом союзе филармония и нацтеатр мечтали почти 10 лет. Выбрали подходящую постановку. Это музыкальная комедия «Настя и Степан». Режиссер уверен, зритель оценит. Получается что-то такое, что-то живое, дышащее. В общем, очень приятное для ушей и для глаза. Героев спектакля «Настя и Степан» зрители нацтеатра полюбили еще 80-е. Запутанная история о вновь вспыхнувшей любви мужа-пастуха и ворчливой жены никого не оставляла равнодушным. Такой же эмоциональный всплеск должна вызвать и современная интерпретация постановки. Аж Вилмон, попадья, Серафима Николаевна Святошина Художником-постановщиком является главный художник театра «Кукол» Денис Токарев. Так что 3 коллектива наших задействованы. Ну а так мы приглашали всегда и режиссеров-постановщиков, и художников-постановщиков. А вот так целым коллективом это впервые. Исполнить вокальные партии под живую музыку для многих артистов тоже первый опыт. Поэтому чем ближе премьера, тем сильнее накаляется градус волнения. Мы играли еще пьесу «Золотая осень». Мы там тоже практиковали и пение, и танцы, но без оркестра. Определенно, впервые мы поем с оркестром, и это одна из самых сложнейших моментов. Но я воспринимаю этот спектакль для себя как некий фарс. Мне так легче относиться к нему и легче в него влиться. Музыкальных экспериментов на премьере тоже будет много. Например, хип-хоп. Такого на этой сцене еще точно не было. Всех планов Национальный театр и Республиканская филармония пока не раскрывают, но обещают. Комедия «Настя и Степан» – первый, но не последний проект творческого тандема. Екатерина Горина, Анастасия Тутаева, Илья Дерендяев, телеканал «Моя Удмуртия».